В одной из наших прошлых программ мы рассказали вам об интересном месте в Татарстане. Это так называемый Карлинский кратер, расположенный в Буинском районе республики. Мы тогда предположили, что это неплохое место для развития туризма. И знаете, чем еще оно хорошо? Тем, что в нем нет никакой политики, нет никакой человеческой истории, та или иная интерпретация которой была бы кому-то поперек горла. Вот такой историей нам хорошо бы заняться. Это тоже история родной земли, но земли с большой буквы. Ну что уж говорить об этом, если мы не очень глубоко заглянули даже на несколько веков. Когда-нибудь вам доводилось бывать в древнем городе? А ведь для этого не нужно ехать в окрестности Неаполя. Все есть у нас. Мы буквально проносимся мимо этой истории, нам о ней не рассказывают. Слышали вы что-нибудь о городе под названием Калюш? Нет? Так давайте услышим. В X век отправился Михаил Любимов. Окрестности села Старая Ромашкино в 20 километрах к юго-западу от Чистополя. Вокруг, в этом бескрайнем ледяном царстве, ни следа человека, только заячьи следы. Нынешняя снежная зима сильно усложнила осмотр местных достопримечательностей, но людей здесь нет не поэтому. Их нет, потому что и ничего стоящего внимания здесь, кажется, нет. Можно даже вполне пройти мимо. Мы практически подошли уже к одному из самых интереснейших городищ времен Волжской Булгарии, который находится на территории Чистопольского района. И как хорошо, что об этом городище мало кто знает и мало его посещают. Оно не очень близко и находится вдалеке от дорог. Это перед нами входные ворота, вернее, тот проем, который остался от входных ворот. Конечно, следов чистокола, который стоял вот на этом среднем валу высоченном, не осталось. Но виден, какой глубокий ров, который нужно преодолеть перед тем, как попасть на первый вал. Этот ров рукотворный, да? Конечно. Это ров рукотворный. На углах стояли башни. Потрясающее чувство. Мороз по коже. Когда вдруг узнаешь, что стоишь перед входом в большой город, которому действительно 1000 лет. Десять веков не смогли стереть с лица земли несколько рядов валов и рвов, окружавших городище со всех сторон. Сегодня все это видят только археологи, тоже бывающие тут нечасто. Но археолог – это не совсем тот, кто что-то копает. Археолог – это тот, кто сохраняет в первую очередь. Тот, кто работает с тем, что уже отдала ему эта земля. Поэтому на карте городища черным отмечены немногочисленные места раскопов. Капля в этом море, конечно, 0,07% всей территории. Но море большое. Площадь самого городища 4 гектара. А общая площадь всех посадов, пригородных поселений с могильниками 95 гектаров. Это был значительный болгарский город до монгольской эпохи. Город явно с населением в несколько тысяч человек. История не сохранила название нам этого городища. В летописи оно практически не обозначено. Археологические исследования показали, что здесь жили примерно с X-XI века. И что, к сожалению, городище погибло. Есть указание на то, что здесь была сеча какая-то? Да, археологи нашли здесь обрезки, обрубки, обломки бревен, обугленных, сгоревших, в которых были найдены вонзившиеся железные наконечники стрел, металлические наконечники стрел. Это говорит о том, что рубка была не шуточная, не маленькая, и город погиб, защищаясь до последнего. Об этом также свидетельствует то, что город не смог возродиться. Его, видимо, сравняли с землей. Город погиб, предположительно, во время нашествия хана Батыя в 1236-м. Те самые наконечники на обгоревших остатках жилища датируются именно III веком. В самом городище внутри стен обнаружено по большей части метательное оружие. Железные и костяные наконечники стрел, спусковые детали арбалетов. Намного меньше здесь оружия ближнего боя и защитного снаряжения. Вероятно,
Все вооруженные защитники города пали еще на стенах крепости, и никто и ничто уже не мешало врагу истребить и сжечь этот город дотла. Он был уничтожен навсегда. Поселение Старое Ромашкино возникло в полукилометре отсюда только на рубеже 16-17 веков. Поэтому и название у городища есть только современное. Те люди, которые здесь живут, называют его Калюш. От слова либо кала, крепость, крепость укрепления, либо калоша, потому что само городище имеет вид калоши с приподнятым в том месте носком. Говорят, местные жители очень зорко следят за сохранностью древнего города. Копатели бывают и черными. Они могут утащить отсюда то, что еще только предстоит узнать археологам. Раскопки ведутся почти 100 лет с большими перерывами, и открытие только впереди. В этой округе у археологов и историков есть и другая задача – найти еще один город, на существование которого указывает вот это место. Это древнее кладбище Таш-Билге, или Ханское кладбище, в 2 километрах от Ромашкинского городища. Это 14 век, золотоордынская эпоха. В начале 21 века их было свыше 20, а в начале 20-го их было свыше 100. В документах это как-то запечатлено, эта цифра. Но эти камни являются священными, и я так понимаю, что просто при строительстве каких-то новых священных мест их отсюда забирали и устанавливали на другие места. Это именно кладбище. Все памятники стоят на своих местах тут веками. Что-то перекочевало в музей, а что-то исчезло просто без следа. Место особенное, и видно, что для кого-то священное. 2 березовые рощи как будто берегут некрополь от посторонних. Да, удивительно. Посадка охраняет это кладбище от посторонних взглядов, посторонних глаз. И по отдельно встречающимся камням видно, что территория была огромная. Но вот то, что осталось, оно вот осталось все здесь. Кстати, я вижу следы людей. Оно посещаемое. Но это святые места для мусульман. Это кладбище, повторим, в 2 километрах от городища, да и помладше оно. А вокруг нет известных нам городов, и городов достаточно крупных, тем более, жители которых могли бы обрести здесь вечный покой. Значит, этот город еще только предстоит вычислить, раскопать и исследовать. Поселение не маленькое. Вот эти надписи биографические, они стоят достаточно больших денег. Бедные люди себе не могут этим позволить. Найти камень, обтесать, найти резчика, владеющего арабским языком. И этот резчик должен эпитафию надгробную нанести на этот камень. Это очень дорого. А поскольку они все здесь, практически камни, снабжены эпитафиями, можно сказать, что город был не маленький, и значительные люди тут жили, уважаемые. Был духовный, административный центр какой-то где-то когда-то стоял. И, скорее всего, оно еще не найдено. Потому что вот на том городище, Калюш, на котором мы были, для него 1,5-2 километра. Вряд ли оттуда покойников сюда носили так далеко. Наверное, если это и случится, то случится это не при нашей жизни. Потомки будут решать эти древние шарады. Копать глубже и усерднее, воссоздавать по кусочкам эту историю. Мы немного ослепли, вглядываясь в солнце. Все это пока вне нашего поля зрения. Михаил Любимов и Дмитрий Шлемин. 7 дней.